Приветствую вас, дорогие подписчики, гость канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 3 ноября. Это будет у нас пятница. Смотрим с вами на колоде Пасян все знаки зодиака в двух частях. Первая часть. Овны, 3 ноября, пятница, события дня. Книга, первое событие, казенный дом. Весы, выбор. Сердце, любовь. Сердце, дружба. Здесь 2 сердца, здесь 1. Цепь, нерешенный вопрос. Чемодан. Замочек по горизонтали. Открытие тайн. Верность. Любовь, любовь, верность. Так, теперь проверяем вертикали. Что у нас здесь? Нет совпадений. Ну, здесь нет карт уже. Значит, смотрите, что я нашла для вас на пятницу. Все хорошо в личной жизни, да, то есть показывает, что будет любовь и будут гармоничные отношения, может быть, будет даже какое-то событие. Общение с друзьями, посещение госучреждения, сложный выбор, да, то есть колебания, сомнения между двумя вариантами. Нерешенный вопрос, может быть, в казенном доме, да, то есть что-то не получится решить. Откроются какие-то тайные секреты и может быть временное расставание с кем-то по чемодану, разлука. Ой, убежал, может быть, будет еще и дорога, камешек убежал. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу я дальше к Тельцам. Тельцы. 3 ноября, пятница. События дня для тельцов покажите мне. Шарики, хорошие новости у вас могут быть. Колокольчик. Цепь нельзя. Флаг нельзя, уже зафиксирована карта. Чемодан. Временная разлука. Неприятность. Расческа. У вас много событий выпало по диагоналям. Роза, солнце. Что-то еще мне тут попадалось. Бабочка. Так, сейчас я еще проверю горизонталь, вертикаль. Есть еще, смотрите, верность. Лебедь. Есть луна, месяц.
Это событие, которое происходит каждый месяц с вами. Есть подснежник, хотела сказать, подсвечник. Есть подсвечник, надежда. Так, здесь нет. Кстати, вот видите, хорошо видно, когда так выпадает, да, что мы берем и ряд перекладываем и смотрим, есть совпадение или нет. То же самое мы делаем снизу или сверху. Так, ну здесь я не вижу совпадений. Значит, смотрите, что я нашла для вас. Точно будут хорошие новости в пятницу, позитивные. Будут пустые разговоры, болтовня с кем-то. На этот день у вас, да, есть какие-то надежды. Будет событие, которое постоянно с вами повторяется каждый месяц. О, еще ключ нашла. Все будет в ваших руках по ключу. Дальше гармоничные отношения в паре. Кстати, подсвечник может показывать романтик, да, то есть какое-нибудь свидание, романтичная встреча, прогулка. Из минусов неприятность может быть и временная разлука, расставание с кем-то. Вот такие события для вас, тельцы. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Смотрим дальше. Близнецы. 3 ноября. События дня. Змея выпадает, первое событие. Будильник. Цветочек. Исполнение желания. Месяц. Чашка. Сундук, прибыль. Рыба. Рыба — это скользкое дело. Конфликт нельзя. Чемодан. Разлука. И также еще мешок с деньгами. Да, то есть у вас выпадает и доход, да, то есть и доход, и расход в этот день. Горизонтали, вертикали я проверила, да, то есть совпадений не нашла. Диагоналями мы не соединяем, да, допустим, там, ну, невозможно соединить, да, то есть эту часть и эту часть. Смотрим, что получилось. Змея, общение со змеей, да, то есть это человек будет пытаться вас ужалить, задеть, сказать что-то неприятное. Еще рядом выпадает будильник, то есть, возможно, вы немножко опоздаете в этот день куда-то, да, то есть кто-то вот обязательно это как-то подметит, что-то съязвит, поэтому вот следите за временем. Дальше может быть событие, которое повторяется каждый месяц с вами в этот день, ну, прибыль, да, может быть, вы получаете каждый месяц, да, какую-то сумму денег. Дальше событие, связанное с финансами, также будет, но это больше расходы, и гости рядом выпадают, а возможно расходы на гостей. Исполнение желания, да, то есть хорошо. Временная разлука, расставание, может быть, к вам в гости кто-то приедет с чемоданом, да, как вариант. То есть иногда карта показывает не разлуку, а встречу после долгой разлуки, так тоже может быть. Ну и вот и минус, да, то есть у вас получается
два минуса. Это будильник и скользкое дело. То есть предупреждение, будьте осторожны. Кто-то может вас обманывать в этот день. Заманивать, да, в свои сети. Так, сейчас упала карта. Секунду. Благодарю за внимание, близнецы. Будем переходить сейчас к ракам. Раки. Раки, 3 ноября. Пятница, события дня, раки. Тайная встреча, первое событие. Дом. Какое-то событие дома, в семье. Еще и выпадает семья, семейная жизнь, семья, дети, внуки. Лавровый венок. Кораблик. Конверт. Получение. Ожидание, да, то есть и получение. Так, и сейчас я еще просматриваю горизонталь, вертикаль. Горизонталь нет, вертикаль. Чемодан. 4-й знак подряд выпадает чемодан. У нас будет пятница, это день встреч, да, то есть и расставаний. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, что я нашла. Первое событие, тайная встреча, может быть в этот день. Может быть какое-то событие, мероприятие дома, в семье, в родне. Общение с семьей, с детьми, успех в работе, в делах, получение, ожидание. Ожидание, может быть событие, может быть ожидание, да, то есть этого получения. И чемодан, временная разлука, расставание с кем-то. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, раки. Перехожу ко львам. Львы. Львы, 3 ноября. События дня для львов. Замок, первое событие. Цыпленок. Семья, дети. Ножницы. Решение вопросов. Колокольчик. Венок. Шарики нельзя.
проверяем. Теперь горизонталь, вертикаль. Горизонталь нет, вертикаль нет. Книга есть по вертикали. Смотрите, казенный дом, да, то есть посещение госучреждения, там вас ждет успех. Так что, если надо идти за какими-то справками, документами, если у вас суды, какие-то оформления, то все пройдет очень успешно. Также еще есть свидание, роза. Ну, или просто какая-то очень приятная встреча, приятные эмоции. Луну нельзя. Значит, смотрим. У вас, получается, в этот день откроется какая-то тайна, секрет, то, что было от вас скрыто, да, выйдет наружу. Будет общение с семьей, с детьми. Пустые разговоры будут, болтовня, разговоры. Приятная встреча, свидание, решение вопросов успешно, да, то есть посещение госучреждения. То есть вот эти 3 события могут показывать одно. Часто по ножницам, да, то есть мы из этой книги для себя отрезаем какой-то листик. Да, то есть если надо получить какую-то справку, бумажку, то вот 3 этих события могут показывать, что вы можете рассчитывать на успех в пятницу. Вот такая информация для вас, лягушки. Благодарю за внимание. У вас такой очень позитивный день. И переходим дальше, посмотрим, что у дев будет в пятницу. Девы. 3 ноября. Девы. Пятница. События дня. Меня интересует. Покажите мне. Корона. Первое событие. Это общение с представителями закона, власти. Мешок с деньгами. Дерево. Приглашение. Еще и сундук выпадает. И мешок, и сундук. Да, сундук показывает прибыль. Ножницы нельзя. Домик здесь можно. Событие, приглашение, да, то есть на какое-то событие вы получите в пятницу. Дорога. Получение новостей, информации, скорее всего, в электронном виде будет. Метла, ссора. Либо метла — это еще наведение порядков, уборка. Верность нельзя. Друзья. Дорога с друзьями или к друзьям. Может быть. И здесь нет. Значит, смотрите. Все события со знаком плюс, кроме метлы. Значит, первое показывает, что у вас может быть разговор, встреча, общение с каким-то человеком влиятельным, уважаемым, да, то есть представитель закона, власти. У вас может быть небольшая ссора в этот день с кем-то, приглашение на какое-то событие, да, то есть и само событие, дорога, общение с друзьями, новости, поступления, финансовые, прибыль, и также могут быть и расходы. Да, то есть еще, хотя деньги иногда показывают тоже приход денег. Да, то есть, возможно, это будет с 2 источников. Ну, иногда бывает, что это расходы. Это точно доход, а это бывает и расходы. Так что тут сложно сказать. А еще увидела якорь. Пока рассказывала, еще якорь нашла. Якорь — это остановка, да, то есть где-то надолго. То есть, возможно, на событии проведете много времени. Может быть, еще с машиной, да, то есть показывает прибытие куда-то. Приехали, бросили якорь. Так что вот такой у вас будет насыщенный день в пятницу.
Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам, знаки от весов и до рыбок у меня будет во второй части видео. Ссылочку я оставила для вас внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся уже во второй части.